одаренная, как кто хочет произносить. Она имеет надой 8409 килограммов, при жирности 4,07, достаточно высокий для этой породы, жир необычный, можно даже сказать. И белок, процент белка 3,09. Правда, вес у нее невысок, 500 килограмм, можно уже 500 и 600, и 650 даже килограммов стремиться к этому. Это обычно будет тогда тип настоящей галштинской коровы, но по продуктивности она абсолютно на высоком уровне находится, поэтому животное достойное, типичное для породы в этом направлении. Спасибо. Ну, вы знаете, что галштинская порода, если не знаете, я вам скажу, что она сейчас все больше и больше распространена по миру, по всему миру. Генофонд ее достаточно широк. И Россия, хозяйство рода Барыгина Московской области. Покажите корову Эллада. Она первотелка, у нее суточный надой 37,5 килограммов. Жирность тоже уникальная, 4,18%. Самая высокая здесь среди участников этой выводки чернопестрого скота. И белок 3,37, тоже очень высокий, при хорошем весе 500 с небольшим килограммом. Ну, племзавод Барыгина — это очень крупное хозяйство, порядка 3000 коров. Можете представить себе с такими надоями, сколько это хозяйство дает молока в Москву. Это, по сути, промышленное предприятие. Спасибо вам. Костный кооператив Дубенский с Нижнего Новгорода показывает корову Маркиза. Это, скорее, уже там глубоко дело пошло галштинизации, там, я думаю, уже 31-32 галштинской породы, и по типу, и по продуктивности. У этой коровы надой 9310 килограммов, самый высокий из присутствующих здесь на выводке чернопестрых коров. 3,83 жирность молока и 3,34 белок. И весом она 600 килограмм. Вот это уже, по сути, галштинская настоящая корова. Нижний Новгород очень активно участвует в выставках во всех направлениях, где только возможно, и достойно представляет область на нашей выставке. Спасибо большое. Приглашаемого, там масса племенных заводов. Но единственное, пожелаем, чтобы они при подборе поголовья еще больше уделили внимание таким крупным животным. Сегодня у нас Децкосильский племзавод в Ленинградской области показывает корову балерину. Ну, скорее всего, это подходит. Такая кличка, она первотелочка и дает уже сейчас 37,7, ну, по сути, 4 ведра молока в сутки. Вот, я думаю, что у нее будет продуктивность уже на второй лактации порядка 9,5 под 10 тысяч. А у них есть уже хозяйство Ленинградской области, которое в среднем по стаду имеет 10 тысяч килограммов молока. Это, конечно, высокие показатели. Вы знаете, а если не знаете, то знаете, вот самые высокие продуктивности галштинских коров в мире в Израиле в среднем выше 10 тысяч. Каждая корова дает более 10 тонн молока. За ним идут Америка, Канада, ну и дальше везде. Очень хорошие показатели жирности 4,17 и 3,15. Белок. Спасибо. Племзавод Нива Дивная. Они ежегодно участвуют на выводке, в выставке, значит, и сегодня показывает корову, которая имеет хорошую жирность, типичная корова. И белок, и надой, значит, более 8150 килограммов. Спасибо, Владимир. И замыкает выводку чернопестрого скота холмогорская корова, ярославская корова принцесса из Ивановской области, акционерное общество «Заря». Характерная масть, характерные очки вокруг глаз. Конечно, там есть и галштины в какой-то мере, но это типичная ярославская породы корова, имеет высокую продуктивность, выше стандартов, по сути, в 2 раза, 8100 килограммов молока надой за лактацию.
И самый высокий показатель жирности 4,6%. Уже почти как у джерсейских коров. Вот ценность этой породы и заключается в этом. И белок 3,48 тоже выше стандарта. Но если вас кого-то заинтересовали эти животные и те хозяйства, которые их вырастили, кто, может быть, хочет прикупить что-то, пожалуйста, подходите к стендам, подходите к постоянному месту их дислокации и общайтесь с ними. Спасибо вам за животных. Уходим. 9370 килограммов. Давайте ее на середину выведем. Пожалуйста. Вот так. Почти 10 тонн. Жирность 4,2 и белок 3,4. Характерно, что эта корова имеет вес 634 килограмма. Достаточно высокий. Это мощное животное, которое приспособлено к производству молока в хороших условиях. И, конечно же, дает молодняк, который бычков можно использовать для производства высококачественной говядины. Спасибо, успехов этому коллективу животноводов. Более 40 героев соцтруда выращено в этом племенном заводе в свое время. Нужно сказать, что эти коровы, этих вот пород, которые сейчас находятся в одном кругу, как правило, половину превышают стандарт породы по продуктивности. То есть это, конечно, выдающиеся животные. В данном случае корова муза имеет 8620 килограммов. И жир, и белок тоже, и вес 573 килограмма. То есть это идеал, к чему должны стремиться все те, кто занимаются разведением скота этой породы. 4 отела – это долговечно. Сегодня подчас смотришь в хозяйствах, до 40% коров уходит в 1 год. О какой племенной работе можно говорить? А если 4 года корова эксплуатируется и в таких формах прекрасных, то это, конечно, конкретная работа специалистов. Мы на круг приглашаем, спасибо вам, приглашаем отечественная порода, которая выведена в свое время, значит, в Смоленской области с использованием сементальского скота. Но она так вот определилась и стабильно участвует у нас в выставках. Молодцы, слов других нет. Значит, в данном случае корова нимфа имеет надой 7770 килограммов. Жирность более 4, белок 3,36 и вес 570 килограммов. Идеальное животное. Хотя это комбинированная порода, конечно, но тем не менее с такой продуктивностью позавидовать, может быть, и молочные могут породы. Спасибо вам. На середину круга приглашаем показать корову дикая из племзавода Мумовская Саратовской области сементальской породы. Вот видите, во многом родня они и Сычевской, и другим. Сементальская порода, она дала много других пород, участвовала. И, конечно, она комбинирована тоже, и производство молока, и производство говядины. Хорошо молодняк откармливается. В данном случае корова дикая имеет надой почти 7000, 6939 при жирности 4,2 и белке 3,2. 550 килограмм живой вес. Нетель из племзавода Ульянина Московской области. Они показывают нетель по кличке Журка. Надой ее матери, составил 5126 килограмм, но при этом, слушайте, специалисты поймут, 5,97 жирность молока этой коровы, матери ее. И белок 4,11. Вот эта будущая корова, конечно, также будет высокопродуктивной наверняка. Вот такая хорошая, интересная группа коров второго типа, как бы, показываем мы вам. На этом мы заканчиваем. 9370 килограммов. Давайте ее на середину выведем. Пожалуйста. Вот так.
Почти 10 тонн, жирность 4,2 и белок 3,4. Характерно, что эта корова имеет вес 634 килограмма, достаточно высокий. Это мощное животное, которое приспособлено к производству молока в хороших условиях и, конечно же, дает молодняк, который бычков можно использовать для производства высококачественной говядины. Спасибо, успехов этому коллективу животноводов. Более 40 героев соцтруда выращено в этом племенном заводе в свое время. Ее вес 634 килограмма. Вот самая высоковесная корова, из которой перед вами прошу. Так что мы радуемся постоянному участнику нашей выставки племзаводу Караваева. Желаем этому хозяйству новых успехов. Спасибо. На цель круга просьба подать корову Муза. Это из племзавода. Нужно сказать, что эти коровы, этих вот пород, которые сейчас находятся в одном кругу, как правило, половину превышают стандарт породы по продуктивности. То есть это, конечно, выдающиеся животные. В данном случае корова Муза имеет 8620 килограммов. И жир и белок крупнорогатого скота молочного направления продуктивности. Она не комбинирована, исключительно одна из выдающихся пород, которая широко распространена по всему миру. И сегодня ее нам показывает Московский конный завод номер 1. Московский конный завод номер 1 показывает корову Тоска айширской породы. В этом хозяйстве их более 600 голов, и в среднем по хозяйству надой более 6000. То есть вы понимаете, что это действительно производство молока для Москвы в очень больших объемах. Кроме того, хозяйство выращивает лошадей Тракенинска и, самое главное, Орловского рысака, Русского рысака. То есть многоплановое хозяйство. Спасибо вам за эту корову и за все то, что вы делаете по развитию скотоводства молочного и коневодства тоже. Спасибо. Айширск, Ярославской области, корова Карелия. По своим показателям продуктивности она аналогична предыдущей такой же коровы этой же породы. Имеет 7600 килограммов надой, 4,25 белок и 3,3, вернее жир и 3,3 белок. И по весу, что в общем-то не совсем, скажем, ну это как бы минус черным породам, которые мы вам показываем, но айширские коровы даже превосходят их по весу, по живому весу. 560 под 600 килограммов. То есть это говорит о серьезной работе племенной в этих хозяйствах. И третье хозяйство показывает нам айширскую породу. Это племзавод Новоладожский из Ленинградской области. Пожалуйста, на середину круга. Корову победительниц выставок в Ленинградской области. И сегодня она приехала в Москву. Корова Балтика с такой кличкой, которая соответствует ее месту рождения, также имеет почти 7,8 тысяч килограммов надой, 4,3 жирность, самая высокая из красных коров, показанных сегодня. И белок тоже самый высокий, 3,55, а вес 640, самая тяжелая корова здесь присутствующая, кроме, конечно, вот мы дойдем до, может быть, Бестужев, нет, самая высокая по весу, 640 килограммов. Вот к этому надо стремиться, к таким показателям. Спасибо большое. Мы показываем также представителей, ну в данном случае мы показываем со стороны того, как они дают нам молоко. Бестужевская порода. Башкортостан представляет ее. Это одна из старых пород. Она создана в России в конце 18-го, в начале 19 веков. В Ульяновской области. Село Репьевка.
Местный скот скрещивался с шартгорными мясными, молочными голландскими, сементальскими и другими породами. И вот такое получилась вот такая порода универсальная. Значит, этот скот и молоко дает, и можно откармливать достаточно хорошо бычков на мясо. В данном случае колхоз имени Горького, племзавод Башкортостана, показывает корову «Совушка». Надой 5248 килограммов, 3,98 жир и 3,2 белок. Вес 500 килограммов. Настоящая, хорошая, надежная, эффективная, экономически порода при нормальных условиях, которые созданы в Башкортостане для них. Спасибо вам большое. Корову «Виктория» краснограбатовской породы. Уникальная порода, генофонд сохраняется в Нижнем Новгороде, в некоторых других регионах, но меньше. А вот именно племзаводы два в Нижнем Новгороде, один из них показывается, это племзавод Абабковское, акционерное общество Абабковское Нижегородской области. Они показывают корову «Виктория», которая первотелочка и имеет надой 25 килограммов в сутки, при жирности высочайшей 4,54. Белок 3,3 и вес 500 килограммов. Вот такие небольшие животные, но плотные, широкогрудые, глубокие и вес почти 500 килограммов. Эта порода создана в 19 веке в Нижегородской губернии. И вот с тех пор ее разведением там и занимается. Удой 2000-3000 килограммов. Жирность очень высокая, 4,4 и выше. Ну вот мы показываем вам такую корову, а мы знаем, что рекордисты в этой породе дают 7 и более килограммов молока. На этом мы заканчиваем показ молочных коров, молочных пород и комбинированных. И кто чего-то не услышал, непродуктивности, и только несколько там десятков скота специализированных мясных пород, которые служат производству говядины. Вот одним из них, самым распространенным в мире, является герефордская порода. Ее представители показывают, еще раз повторю, научно-производственное объединение Южный Урал Оренбургской области. Два быка из этого хозяйства имеют возраст 5,5 лет им обоим и вес по 1150-1200 килограммов. Вот я не знаю, кто из вас определит, какой тяжелее, я не знаю, я не могу определить. Мне кажется, они оба беспредельные. Это уникальная порода, чем отличается, что как в чистоте разводится, так и для получения помесей на других породах, в том числе и с молочными комбинированными породами, для того, чтобы производить высококачественные говядины. Телята к отъему в 6-7 месяцев имеют вес до 250-260 килограммов, в годичном возрасте уже имеют под 500 килограммов. Привес в сутки до 1,5 килограмма могут дать при хороших условиях содержания кормления. Вот такая порода уникальная, беспредельная, можно говорить, высокоэффективная. Многие страны сейчас, которые могут позволить себе это, имеют мясного скота больше, чем молочного. Порядка 60% коров мясных, чтобы получать хорошую говядину. Не кушать вот от выбракованных коров мясо, которое зубы ломают, а вот именно молодняк откормленный 1,5-летний с весом в 600 килограммов, по 800-900 рублей за килограмм говядины мраморной. Вот это то, к чему должны стремиться наши сельхозтоваропроизводители. Спасибо вам, пожалуйста. Уводите. Животное из Башкортостана представляет акционерное общество Сава Агро Япрык. Бык-лимузин. Но его вид вот такой, и вы чувствуете, масса его какая, и какую кличку он заслуживает, как вы думаете? Его кличка, не мучайтесь, я вам подскажу, малыш. Весом 1320 килограммов. Это превосходит стандарты породы.
говорит о том, что у нас в стране этих животных можно разводить. Опыт большой в стране у нас был, по крайней мере, в прежние годы. Во многих регионах юга России разводили лимузинов в 70-е годы и раньше. Порода выведена во Франции, в одноименной провинции. Животные хорошо переносят невзгоды, но любят корм. Они могут давать привес до 1,5 килограммов в сутки, то есть так называемые беспредельные породы, давать мраморное мясо, которое годится для того, чтобы приготовить и первое блюдо, и второе, любую отбивную. Прекрасные мясные формы, легкие отелы. Ну, в общем, все то, что называется мясное скотоводство, присуще этой породе. Выдающаяся порода, одна из лучших в мире, если не сказать лучшая. Так что спасибо вот башкирам, которые уже не первый год показывают нам разных животных, но одно другое лучше. Одно другого лучше. Мы продолжаем показ мясного скота. В данном случае перед нами бык-производитель герефордской породы из племзавода Калининской Челябинской области. Надо сказать, что это хозяйство также постоянно, с некоторых пор, вот уже лет, наверное, 6-7 точно, если даже не больше, ежегодный участник выставки и всегда демонстрирует высококачественную продукцию племенную. В данном случае бык-производитель, опять кличка Малыш. Как они договаривались вот с башкирами, что одинаковые клички. 3 года и 10 месяцев, вес 1200 килограммов, без 6 килограммов 1200. 12 центнеров, вот в этой массе. Вы видите, какое прямоугольной формы тело, мощно развитая задняя часть, глубокая широкая грудь. Вот у бычков, которые 1,5 года весом под 600 килограммов этой породы, выход мяса составляет до 70%. 67, 68, 66. Вот такие показатели. И соотношение мякоти к кости удивительное. Ну, классика, в общем, то, что сделали фермеры в 18-17 веках. Теперь все ученые вокруг этой породы уже защитилось, столько академиков стало, докторов наук, кандидатов, понимаете? А фермеры 17 века в Англии создали породу, лучше которой не придумаешь. Спасибо вам. Хотя в России сегодня есть уже породы мясного скота отечественной селекции, не только, допустим, посмотреть, пройти и посмотреть. Это, значит, Оренбургская область и Ростовская область, земляки мои, показывают поголовье. Быков нет и выводить некого пока. Значит, мы сегодня показываем также животных казахской белоголовой породы, которая выведена в Советском Союзе, в хозяйствах восточного, ну скажем, Оренбуржья и Казахстана. Сегодня она имеет достаточно приличное распространение. Третья, будем, наверное, говорить так объективно, после калмыцкого герефордского скота в России. Это казахская белоголовая. Все то хорошее, что она взяла от герефордов, в ней присутствует. Плюс выносливость, пожалуй, неприхотливость, то, что взято было от калмыцкого скота. Но потихоньку калмыков здесь вытеснили, и остались вот эти мощные мясные формы, присущие герефордам. Я повторяю, все, что есть в герефордах, все здесь есть. И высокая отдача при весом, и хорошие телята, которых, в общем-то, плодовитость замечательная, 95-97% телят на 100 коров получает. У нас масса племенных заводов, репродукторов. И вот один из них – это племзавод Димитровский Оренбургской области.
Они также ежегодный участник выставки. Вот никто их не зовет, они сами говорят, мы будем участвовать. И им всегда ворота здесь открыты, двери. Спасибо вам, всего доброго.